Афон – маленький городок со своими традициями. Мы здесь друг друга все знаем. Мы не чувствуем себя в каком-то урбанизированном центре, хотя летом, конечно, количество посетителей в Афоне зашкаливает, превышает население многократно. Но мы стараемся не замечать эти неудобства. Ну, я слышу об этом от гостей города очень часто, что Афон отличается от других городов Абхазии. Ну, мне кажется, что и Гагра близка Афону. Вообще природа, ландшафт, она определяет очень многое. Она определяет и архитектуру, и энергетику места. Вот, я чувствую близость Афона и Гагры. Во многих вопросах какое-то сходство вижу. Но я вообще верю в то, что сущность, она существует помимо нас, она существовала до нас и будет существовать после нас. Ну, сущность – это такой философский термин, то есть некий сгусток энергии. Те события, которые здесь разворачивались, которые имели место быть, о которых мы знаем или о которых мы даже не знаем, они оставляют свой след, как при фотографии остается снимок негатива, точно так же остается след этих событий. Мы, конечно, не можем разглядеть это все в подробностях, но особо одаренные люди могут это чувствовать. Вот этим скрепляющим моментом, наверное, является энергетика этого места, энергетика тех поколений, которые ушли, которые к чему-то стремились, которые что-то создали или же разрушали. Мне кажется, в этом заключается значимость этого места. Эта дорога ведет в Новый Афон, прекрасный приморский курорт. Сгусток энергии, сгусток материальной и духовной культуры находится немножко глубже. Узкие теснины, узкий проход скрывает Анхуа, древнее абхазское село Анхуа, скрывает от прибрежной зоны. И это неспроста. Наверняка не было каких-либо значимых, важных исторических событий, чтобы в них не были вовлечены жители или Анхуа, или же Анакапи, или же Псырцха, или же Нового Афона. То есть эти названия менялись, но суть оставалась как бы вот такой вот. Мне кажется, что нам было бы легче жить в их времени, потому что мы имеем представление о их времени. Они же, к сожалению, ушли раньше, и та техносфера, и наш внешний облик, и все, что на нас и вокруг нас, конечно, их очень сильно шокировало бы. Я думаю, что им сложнее было бы воспринять эту действительность. Мы немножко односторонне изучаем историю. В истории находят отражение, как правило, те события, которые связаны с битвами, со сражениями, с кровопролитием, с захватом. И ту историю, которую мы изучаем, пронизана датами. В таком-то году было такое сражение, в таком-то году там еще какое-то событие, связанное с военным кровопролитием.
Нужно прекрасно понимать, что несмотря на то, что войны были частыми, точно так же процветала и мирная жизнь. Люди сеяли, люди создавали семьи, производили, существовали ремесла, был обмен, в том числе и внутри общин, и между общинами, и даже торговля на дальние расстояния. Все это было. Был обмен опытом, были свои знания определенные, были свои духовные ценности. То есть наше представление о прошедших временах немного скудны. Об этом я хотел бы сказать. Представлять наших предков как сугубо воинов, варваров, которые спали с оружием 24 часа, мне кажется, неверно. Конечно, было социальное разделение, да? Были люди, которые занимались военным делом профессионально. Это было их призвание. Но это не значит, что они постоянно находились в походах. Да? У них также были семьи, они жили частной жизнью. Ну, получали какую-то плату за свой воинский труд. Я не склонен героизировать, да, все события, которые связаны с абхазской историей. И мне кажется, что неправильно умалчивать о тех событиях, которые не вписываются в эту героическую легенду. Очень часто были предательства. Почти все поражения, которые связаны были с теми эпохами и с сегодняшними эпохами, они напрямую связаны с предательством и изменой, с подкупом, с интригами. И особо ярко это было проявлено в эпоху позднего Средневековья, да, в эпоху упадка феодального строя. Это было очень ярко выражено, в том числе и в Абхазии. Вот. Поэтому, несмотря на то, что история не точная наука, мне кажется, что нужно более скрупулезно подходить к изучению многосторонних аспектов, да, прошлого. И мы получим более целостную, более полную картину. Народы, которые сегодня называются горцами, когда-то жили на равнинах, когда-то жили, у них были города, значит, они жили на торговых путях, были в гуще событий, они делали историю. Вот это ответ на ваш вопрос. Как только проект «Перекресток» сворачивается, те, кто могут спастись, спасаются в дальних углах. Это тоже история, но это уже новая история и практически нового народа, да, потому что он учится жить заново. То же самое можно сказать об абхазах. Абхазы не всегда жили в горах и не всегда были горцами. Мы знаем, значит, несколько теорий этногенеза абхазов, и все они связаны с очень даже обширными территориями и большими пространствами. Теперь возьмем в пример Предкавказье, степи Предкавказья. Вот, если задуматься, на длительное время там не смогла установиться ни одна государственность. Вот Хазарский Каганат, 200 лет он смог просуществовать. Огромная империя, да, от Черного моря до Каспийского и дальше, включая Среднюю Азию. Огромная империя, огромный потенциал. Не смогла продержаться на этом перекрестке больше 200 лет. Орды населения проходили, сметая все на своем пути. То есть этот проект «Перекресток» там, азиатско-европейский перекресток, не дал возможности для возникновения цивилизации. Да? Цивилизация – это нечто другое.
Когда мы начинаем задумываться и желать того, чтобы, значит, сохранить традиции, сохранить какие-то устои, иметь государственность, которая будет отличаться от соседей, тогда, конечно, на перекрестке делать нечего. И сегодня, когда мы пытаемся изучать свою историю, свою этнографию, даже язык, мы видим и грецизмы, и, значит, нормандские слова, и, значит, албанские термины, и готские, и аланские, то есть очень, и тюркские, очень-очень много заимствований сегодня присутствует. Это говорит о том следе, которое вот это передвижение по перекресткам оказывало на соседней территории. Это тоже очень интересно. Был призыв, и кто-то этот призыв услышал. Без всякой мистификации, да, вот я не фанатичный человек, то есть нет во мне какого-то религиозного буйства или там какого-то фанатизма. Ну просто мы оказались в нужном месте в нужное время, да. Нам повезло оказаться там. Я как сейчас помню, наш друг и брат Алхас Тхагушев при одной ситуации как-то вот мы много говорили о проблемах Афона, и как-то он сказал: ну, ребята, а что вам мешает начать? Если не вы, то кто? И фактически вот эти слова были некой чертой в этой истории. Мы созревали, и эти слова, это была черта, после которой мы уже были другими. Да? При этом разговоре присутствовал, кстати, и Гиви Шамилович Смер, присутствовала большая группа людей. Гиви даже немножко, мне кажется, как-то вот задумался и смутился, потом говорит, обратился ко мне и говорит: Хас, давай мы с тобой вдвоем начнем. Это от него исходило предложение. Почему? Потому что до войны он возглавлял заповедник. Значит, тогда он назывался Анакапийский историко-архитектурный заповедник. В связи с войной работа была приостановлена, и надо было как-то заново раскачать эту ситуацию. Мы сумели наладить работу, мы сумели довести ее до какого-то уровня. И более того, и сегодня мы продолжаем эту работу, может быть, на другом качественном уровне. Когда-то молодые люди, мы уже далеко не молоды, да? Мы уже в зрелом возрасте. По-другому смотрим, по-другому переоценка происходит некая, переосмысление всех событий, через которые мы перешли. И самое главное, вот эти приятные ощущения позитивные только усиливаются от того, что это было с нами. Все соблазны во все времена умещались в простые вещи. Деньги, власть. Деньги открывают дорогу к благам, власть укорачивает, ускоряет эту дорогу к благам. То есть гаджет – это всего лишь предмет, который упрощает быт, да? Но по большому счету все заключается не в гаджете, не в одежде. То есть все искушения во все времена, они были схожими. Я помню себя в 18 лет и в 20 лет, и помню свои помыслы и желания. Мне сегодня стыдно сказать об этом вслух. Нельзя винить молодежь, нельзя винить детей. Это все временное. Самое главное, чтобы меркантилизм, вещизм, стремление к форме не стало подавляющим в обществе, не стало некой идеологией. К сожалению, сегодня люди моего возраста и люди возраста старше меня иной раз показывают очень удручающие примеры. Вот. И своим близким, и своим ровесникам, и своим детям, и вообще молодому поколению. Вот с этим надо каким-то образом бороться.
если с сегодняшнего дня смотреть назад, больше всего я не приемлю героизацию, чрезмерную героизацию войны, которая прошла совсем недавно. Войны, личности, роли личности. С одной стороны, я понимаю, что обществу, государству нужны символы, да? Некие маяки для более уверенного движения вперед. С другой стороны, желательно было бы, чтобы это происходило спустя более длительное время. Почему? Потому что мы, очевидцы и участники этих событий, нам тяжело воспринимать эту героизацию. Зачастую нам тяжело воспринимать эту героизацию. Это влияет на нашу психологию и часто на задаваемые вопросы молодого поколения мы не знаем, что сказать. Почему? Потому что появляется официальная версия новейшей истории Абхазии, и есть то, что мы еще помним. Во многих вопросах есть нестыковки. То есть мы слишком поспешили героизировать события недавнего прошлого, мы поспешили создавать мифы. Мне кажется, что должно было пройти большее количество времени, это было бы менее ущербно для нас, живущих сегодня в Абхазии. Я очень часто говорю, с моими мозгами сегодня попасть туда, тогда, 20 лет назад. Мне кажется, я принес бы очень и очень много пользы ради победы в боевых действиях. Говоря другими словами, мы не были готовы. Да? Надо было пройти этот путь и последующий путь для того, чтобы сказать эти слова. Да? Ну, конечно, не все были похожи на меня или на людей моего возраста. Были люди и подготовленные, и по-другому видевшие ситуацию, но любой счастливый результат кажется подарком свыше. И вообще наша победа, мне кажется, подарком свыше. Несмотря на те огромные жертвы, которые нам пришлось пережить, это подарок, это аванс. Мы должны его очень долго и сильно отрабатывать.